Կուզունը Ռեսպուլկա parlamentan ընկունքու սակունը խալարատու նախաստը թայիսիա վարասիա կալիգաթիմը ու իխղտ պոլիտիկու նսոնիու եք մոզալտը լավինց կարացի ընծույ։ Ացեբուն թորասի ֆեդերացիա կուսակուն բոլցայրզդախ նա parlamenti դելեգացի լբուրթը ալանը կուղտարիու եկադայ։ Վեդուն վարասի ֆեդերացի ֆեդերալուն սովետ մապացախադուն դում է ֆախուն մագասկա կուստարջտայ խայադրայստույ վարասի ֆեդերացի պրեզիդենտուն վզարստը։ Ինформացիոն агентат Спутника фазуаты на парламентарите herцertui sa talmantel ertabune darge. У России Федерации президенту невзарстete процесс кутцеду и фадал. В течение этих 3 дней мы объехали в городе Москве 30 участков. Как вы понимаете, 30 участков на территории огромного города, это очень много. Мы поработали очень плодотворно. Спасибо хочу сказать сопровождающим нас лицам Совета Федерации. Сенаторы нас сопровождали во всех наших поездках во время наблюдения. Что могу сказать по организации? Организовано было все очень четко, начиная от логистики, от того, насколько избирательные участки были удобны для посещения избирателя. Участки были расположены в основном в школах вокруг микрорайонов. То, что касается внутреннего наполнения, то могу сказать, что все было настолько четко. Начнем со входа на избирательный участок. В плане безопасности тоже было организовано все четко. Прежде чем попасть на участок, правоохранительные органы четко отслеживали, кто как, были металлоискатели, все как должно быть. Потом заходили на участок, и на участке тоже сразу избирателя встречал кто-нибудь из представителей ВИК, сопровождал до человека, который должен был зарегистрировать этого избирателя. В общем, на всем протяжении вот этого процесса было четкое понимание у каждого избирателя. Сейчас надо подойти туда, зарегистрироваться там, потом надо проголосовать так. И могу сказать, что в чем отличие от наших выборов, прежде всего то, что можно было проголосовать по бумажному бюллетеню, а можно было электронно проголосовать. Еще, естественно, было дистанционное электронное голосование. Это можно было, не приходя на участок, зарегистрироваться ранее и проголосовать уже из дома тоже. Шли люди семьями, очень доброжелательная была обстановка, все везде было законно, никаких нарушений нами не зафиксировано, хотя мы обошли 30 участков, на самом деле это с нашей стороны, это, наверное, наша делегация прошла больше всех участков и больше участков посетили. Ну вот такой, в принципе, хороший избирательный процесс. Я хотел бы добавить по поводу безопасности. Когда мы последний участок обходили уже, на входе нас проверяли, естественно, мы показывали свои эти бейджики, то, что мы являемся наблюдателями международными. Все прошли, а меня как-то в сторонку задержали, а там безопасность была, и Росгвардия, и другие сотрудники стояли, и две молодые женщины, на рукаве у них была повязка дружинника. И они заметили, что у меня в пальто что-то выпуклое. И они тихо-тихо, так незаметно от других людей, они меня отодвинули в сторону и сказали: молодой человек, а что у вас это там? Я спокойно в карман руку показал, что это очки были, просто футляр очков. Вот, то есть безопасность была на высшем уровне проведена. Вот это я хотел бы добавить. Спасибо. В ходе вашей поездки в Москву состоялась встреча с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, а также с сенаторами Совета Федерации Крымом Казаноковым, Виталием Назаренко и так далее. Что обсуждалось конкретно на встрече? Какие вопросы? Ну, прежде всего, эта встреча была знак того, что Южную Осетию пригласили, Южную Осетию встретили в Совете Федерации, представители Южной Осетии встретили в Совете Федерации
максимально тепло. Мы обсудили текущие вопросы, которые сейчас происходят во взаимоотношениях России и Южной Осетии. Обсудили работу комиссии, совместной комиссии, которую возглавляет с нашей стороны Зазан Доричдляев, а с российской стороны Сергей Павлович Цыков. Сенаторам было интересно, какие вопросы дополнительно будут подниматься на ближайшем заседании этой комиссии, которое предполагается в середине апреля. В общем, и сенаторам было очень интересно, какая сейчас обстановка в Южной Осетии, какие самые важные вопросы и чем они нам могут помочь, как и всегда они нам помогали. Вот в этой ситуации общие ситуации наших межгосударственных отношений обсудили уже во время этой встречи. Вот на встрече обсуждался вопрос, касающийся соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Какой итог? Это, пожалуйста, Зазан Ударович, вам вопрос адресую. Этот вопрос мы на последней встрече обсуждали. Вопрос не закрыт. Мы его готовим. 18 апреля будет у нас работа комиссии. И, естественно, мы этот вопрос тоже внесем в повестку дня. Мы обещали до конца марта, тогда еще Министерство иностранных дел, представитель был Синегубов, я имел все. Обещали, что этот вопрос будет закрыт до конца марта, но пока он не закрыт. И, естественно, работа по нему. Работа ведется по нему, и, естественно, мы этот вопрос поднимем на повестку дня. Спасибо. И еще такой вопрос. На встрече вице-спикер Совета Федерации Косачев, он предложил сосредоточиться на реализации действующей договорно-правовой базы, предусматривающей гармонизацию юго-осетинского законодательства с российским. В первую очередь, о каких законах идет речь, которые нужно привести в соответствие? Эта работа в нашем парламенте проходит ежедневно. Давайте я вам просто небольшую статистику скажу. В прошлом году мы приняли больше всего законов за все годы нашего 7-го созыва. В общем, плотно по этому направлению тоже работаем, плотно взаимодействуем с нашими российскими коллегами, и я думаю, мы продолжим гармонизировать и синхронизировать наши законодательства с Российской Федерацией. Это работа каждодневная, нельзя сказать, что мы этого сделаем сегодня, завтра, через полгода, и потом уже все будет. Нет, точно так же, как и в Государственной Думе, законы Российской Федерации постоянно изменяются, некоторые моменты дополняются, точно так же мы параллельно будем всегда работать. Так что эта работа идет в постоянном режиме. Некоторые законы, которые бывают срочно необходимы, мы, конечно, делаем упор именно на те законы, которые сегодня нужны прежде всего, а все другое мы параллельно этим занимаемся. Спасибо большое. И еще обсуждаемый вопрос этим был модернизация социальной сферы. Что именно это подразумевает, модернизация социальной сферы? Как я уже сказал, естественно, в России принимаются социально значимые законы, очень много этих законов, и мы тоже должны модернизировать именно прежде всего законодательство в социальной сфере. Как мы знаем, очень много законов принимается для того, чтобы для участников СВО, чтобы защитить их социальные обязательства, которые берет на себя Российская Федерация, чтобы как-то мы тоже за этим поспевали, чтобы мы тоже принимали по возможности, если есть такая возможность, такие законы, чтобы потом... нам легче в том плане, что наши бойцы, которые сейчас вместе с нашими российскими братьями сражаются на СВО, чтобы бойцы с Южной Осетии тоже не прошли мимо этих социальных благ, которые сейчас Российская Федерация для россиян делает. Были социально защищены. Да, были социально защищены. Те наши ребята, которые имеют российское гражданство, конечно, они этим будут пользоваться, но мы тоже со своей стороны должны все сделать, чтобы не получилось так, что россиянин, который из Южной Осетии
эти благополучает, а жители Южной Осетии, у которого нет российского гражданства, чтобы это его тоже не обошло стороной, вот это социальное благо. Նա պարլամենտի դելեգացիա մոսաբոլցրաստաջուտ կուսակուն ֆիբալտը դարձրան ռոդու խատֆադատուտ ըրձուրն ըմկուս քաննատ ռոյրազն քաննե կանանթլ Ասուկուրի վաղդարսը դիվանդասամ սեյսի երթեկակրավատ պարլամենտի սարդար ըլբուրթը ալանը կուղտարի վեկադայ։ Բունը ֆետկվեցակ ֆորստ վզարսըտը բորտը սայրակ գարանդիթը əmə referendumı xayadisini bortı fədəl konstitusyon zakonu proyekte dövün övdəm stadiama ивензинətdə baxasın. Ձրտ սայ централу невзоран комиссия baxaska ивензинətdə parlamentsi punktıl сразу ведунал. Первый вопрос о проекте Конституционного закона Республики Южная Осетия о внесении изменений в Конституционный закон Республики Южная Осетия об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. Докладчик у нас был Амиран Евгеньевич Деканов, он сейчас в отъезде, и если можно, тогда я выношу этот вопрос. И у меня первый вопрос к членам ЦИК. Если можно, мы знаем, что поправки, которые сейчас мы будем рассматривать, они инициированы вами. Комитет тоже поработал, парламент поработал, некоторые изменения есть. С учетом этих всех изменений, которые парламент тоже внес, все ЦИК устраивает. Ну да, то есть сейчас... Никаких уже проблем с теми недоработками, которые есть, не должно быть. Изменения касаются только формы справок о доходах и расходах. И небольшая там поправка в цифре ссылки в приложении, насколько я знаю. Если что-то вы не внесли, то у нас замечаний нет. Դեպուտատը ռադու խատպոխնցտույ ցենտրալու նվզորան կոմիսանիա իվենզինատա իսկ կայցավ ըրմաստարդուա ամազաղկա ուի դումդավը բոխասն սեսի ծուոգավար դրայսցան ուեմադար которая касается справки о доходах и расходах образца. Остальные все поправки были убраны. Два вопроса. И написано, что поправка это и конституционный закон Банаканайз. Значит, научи это постановление, да именно качество этого наша поправка увидена и фест. На то сумма в тому рушава, что же дарит цикл борвесто, аудурвесто. У нас даже два пункта сам мохудун предложение это интернет. Совершенно верно, я именно так и выносил на президиум на прошлом, именно в отношении формы о расходах и то, как она отражается во втором. Да. Ничего там больше быть сейчас не это нам не было прояснено, и так может получиться, что мы примем все поправки. Это мы сами предложили. С учетом того, что другие изменения, как бы мы не пришли к одному мнению, то есть сведения об имуществе, доходах представляются по форме, которая утверждена указом президента. Конституционный закон Республики Южная Осетия о внесении изменений в статью 27 Конституционного закона Республики Южная Осетия об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. Статья 1. Внести в абзац 2 пункта 3 части 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Южная Осетия от 29 декабря 2018 года под номером 51 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия изменения, изложив в следующей редакции. Сведения, указанные в пункте 1-3 настоящей части, представляются по форме, утвержденной указом президента Республики Южная Осетия от 01.11.2021 года под номером 300 об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Статья 2. Настоящий конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Закон դատագորգանը սարդարմա խուստարդ մարախաստա կոնստիտուցիոն զակոնի նա պրոյեկտը Ռեսպուլիկա խուսար իրստունը պարլամենտմա դեպուտատա ավզարանը ֆադալ զակոնը պրոյեկտ։ Ձրտ սավը զակոնայ սվիդոր կանն ըվտիակտը əmə խարստը բարակկանանտը սպրովկա սարմոգուն դիսոդմա իսոդմա խովակ ֆորստը։ Конституционный закон Республики Южная Осетия о внесении изменений в Конституционный закон Республики Южная Осетия о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия. Статья 1.
внести в Конституционный закон Республики Южная Осетия от 30 марта 2018 года под номером 141 о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия следующие изменения. Первое. Часть 8 статьи 34 изложить в следующей редакции. Сведения, указанные в пунктах 2-4 части 7 настоящей статьи, представляются по форме, утвержденной указом президента Республики Южная Осетия от 01.11.2021 года под номером 300 об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 2. Часть 4 статьи 37 изложить в следующей редакции. Сведения, указанные в пунктах 2-4 части 3 настоящей статьи, представляются по форме, утвержденной указом президента Республики Южная Осетия от 01.11.2021 года под номером 300 об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Третье. Приложение номер 4 признать утратившим силу. Четвертое. В приложении номер 5 цифры 82 изменить цифрами 73. Статья 2. Настоящий конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Դուվա կոնստիտուցիոն զոկունը պրոյեկտի վնձինատդար ըրցդեստը իստեմա ցենտրալուն վզորանկոմիս մասաֆադլ նոլոտ ֆորստետա Փոցախոդուն բյուջետ մապոխասկայի վնձինատա սեսի ռոդուն դեմա Կուստորդ մասարա խաստա պրոֆիլուն կոմիտետը սարտար ջյուտը Էլենա Բյուջետը խարզուն խայմա սերոջը դար բախալ նուկ ստրուկտուրա քստեմա սոցիալուն կաղկանոդը մինիստրոդը քստմես Ավտամա սավդաջիրա տրանսպորտամա էներգետիկայի կոմիտետամա ինֆորմացիոն координационный центр քստմեստա Проект закона разработан в связи с необходимостью исполнения отдельных пунктов решения сопредседателя Межправительственной комиссии от 21 февраля 2024 года. Общая финансовая помощь республике на социально-экономическое развитие, за исключением мероприятий инвестиционного характера, составит 6 миллиардов 7 миллионов 779 тысяч рублей. Финансовая помощь республики в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы составит 1 миллиард 43 миллиона 500 тысяч рублей. И общая сумма увеличения доходов составит 35 миллионов 532 тысячи рублей. По расходной части основное увеличение коснется таких ведомств, как Министерство труда и социальной защиты, по статьям оплаты труда и начисления на оплату труда и увеличение стоимости основных средств. Комитету промышленности, транспорта и энергетики республики на 50 миллионов рублей на выдачу субсидий в энергоресурс Южной Осетии на оплату части задолженности. Совместному информационно-координационному центру органов внутренних дел на 1 миллион 534 тысячи рублей, тоже по статье оплаты труда. И таким образом общая сумма доходов составит 8 миллиардов 871 миллион 309 тысяч рублей, расходы 9 миллиардов 400 миллионов 194 тысячи рублей и дефицит 528 миллионов 885 тысяч рублей. Բյուջետը մֆիտուն տվադլ պարլամենտուն կոմիտետը սարտար ջյուտը Էլենամա եկալեգատը կուստար դոզդախտո ֆիտուն տվադլ կոդեքսը դկակ խայ դուվասը դա երթն ֆանձամ ստատյամա ձրծա կուսաջ ավտախոնգա налоговый вычетл կադեմա одаймок цолдар бнот кусо ваден налоговый вычет орас савермастарью костей. Поправка разработана в целях обеспечения надлежащего исполнения налоговыми агентами обязанностей по уплате налогов. В частности, устанавливаются сроки представления расчетов сумм налога на доходы физических лиц, документа, который будет содержать сведения о доходах физических лиц, истекшего налогового периода, и суммах налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом за налоговый период. Ну, это связано в частности с тем, что налогоплательщики, которые работают более чем на одной должности, они имеют право на налоговые вычеты только по одному месту работы. И для того, чтобы исключить вот такое двойной, скажем так, налоговый вычет, это, как правило, связано с совершенствованием налоговой ответственности. Կոմիտետ ռոխասկա դուազակոնը պրոյեկտար դեպուտատոն կորպուս ռայստայում յագայ.
Սոցիալն պոլիտիկա մնանիզնատ ղաղկանոտ ֆադլ պարլամենտուն կոմիտետ ըրքաստ մեդիկամենտամա մեդիցինուն իվտուն կաստետ սուալամ խոս արղվիտունը վարդաուեմա։ Կոմիտետ ացը ֆորստմա ըրքասրադու խոտ, վալամ խոս արղվիտուն ֆիստ ծավ պատսախադուն բյուջետմա։ Կադամա անանիզնատ ղաղկանոտ սվերա իվտուն կծավ անականայ բյուջետուն ֆարաստայուատ։ Ցայմի դագմոյս ացը ֆիտունանյա պայդայնը սամ բյուջետան, ացը ֆորստումը բոկուսն, ամալում ագասկա акцент վարը պարլամենտը պրոֆիլուն կոմիտետ։ Сложилась такая ситуация, что с этим НДСом 6% на лекарственные препараты для Минздрава возникли определенные сложности, определенные вопросы по закупкам и последственно по закупкам как льготной категории препаратов, так и для лекарственных средств, которые необходимы для стационаров и поликлиник. Я вот так знаю, что определенные трудности у Минздрава есть перед Минфином, поэтому этому 6% НДС. Из ситуации, когда товар перемещается из таможенной территории Российской Федерации, где от НДС этот товар освобождается и дальше попадает на таможенную территорию Республики Южная Осетия. Профиден бойдан возной НДС. Ваше возной, то есть пома ивкана иваста хойво эчхойна косвенного кана и набасте. Так как в Российской Федерации это освобождается, в Южной Осетии этот НДС должен начислиться. Это начисление происходит на коммерческая структура завезла, и так как коммерческая структура не является резидентом, из-за этого налоговым агентом выступает, то есть Минздрав Минздрав да тушор одеймоган, то есть компания нахша, науш компания басты перечислят кренов астров доход из бюджета. Вада форстл бокусан хицодма парламент ванктай саразга кусагун курд. Дартар моды капитал алварс взаргаде зердик каговарац форстмадар парламент комитет аркастик кахат. Ногозай барак факоттар гурноды процесс на республика юлдар цаун саготма. Ахусак моды капитал саразанима эвзар проблемата. Вараси территориал кунарай гурасвеллун вад. В этом году, в 2024 году, за этот период, по сравнению с прошлым годом, у нас на 47 родов меньше. Это, конечно, по сравнению. То есть за этот же период в прошлом году у нас было на 47 родов больше. Здесь вы везите на сколько? Родилась 90, 47. Да, то есть у нас родилось 53, то есть произошло 53 родов, а должно было бы быть где-то 98, да, около 100. На 50%. Да, это, конечно, для нас существенная такая разница, боль такая большая, потому что, допустим, на этой неделе у нас не произошли ни одних родов, не было никакого. Конечно, все беременные, все роженицы объясняют это тем, что в связи вот с этим новым законом они боятся, что они не получат материнский капитал, они не получат вот эти выплаты президентские, и из-за этого они все уезжают рожать во Владикавказ. Но это один момент, да, то есть там второй момент есть еще такой, что этот пункт, что если оба родителя являются гражданами Российской Федерации и они могут родить в Схинвале и получить за это материнский капитал, они тоже проходят, можно сказать, круги ада, чтобы получить этот капитал. То есть даже те, которые могут его получить, они тоже в очень плохой ситуации. То есть они получают у нас при выписке из роддома справку о рождении ребенка. Потом эту справку они должны понести в российское посольство. Там они ходят месяц, отстаивают бешеные очереди, чтобы получить справку о рождении ребенка. И потом они едут во Владикавказ. А на месте сертификат материнского капитала они не могут получить? Нет. Мы бы хотели, вот если есть такая возможность, вот внести предложение, как делают в роддомах Владикавказа. То есть, допустим, вот эта женщина, у которой и мама, ребенок рождается, у которого и мама, папа граждане Российской Федерации, при выписке, чтобы приходили там с посольства и оформляли документы, то есть, чтобы ребенку при рождении давали свидетельство о рождении, чтобы она потом не ходила в это посольство, а хотя бы, чтобы этим облегчить ей жизнь. Хотя бы вот тем, кому мы можем облегчить жизнь.
Поэтому они говорят, даже те, которые оба граждане Российской Федерации, они говорят, ну мы не хотим вот здесь связываться. Мы лучше уедем в Владикавказ и все. То есть мы теряем даже вот эту группу людей. Поэтому я не знаю, то есть нам придется закрываться тогда. Я не знаю, что делать. Ացեվորստերն մոուգում մերոխոստաուտ ֆանդուն սամայել բոքստա կոմպետենտուն ведомствотиме. Ացեբունտ հիրոն ադամ մսը դստը երեդը բոբն մավջետը ռուխստամտը։ Ացե տրագեդի ու ազով ձինադայներ մոդը ռոստկո դգանակոդայ մոկատ նիրջիսետտա։ Եղաթր ձինադան նայ ըմբորն գանան ձրտաս սորան։ Դուոդաս նոխուս լապու ֆդմիտե բոբնստը իրատեսակ այսվալդստո դունիս գանակ խոցով յոխուսոգան։ Գուրձյոկ ֆաշիստ զարդել նաբոդ իրուն նոցի։ Ամեմ ախամ խոզը ռովդստո յացվտտար ախաստ։ Զախուն օդայմո կացը գորդուցարնան, ռազնան բնդուր կաննան ֆդալտը կոդ əmətsət խասնան, յակ ուխ յեղիղ ուզան գորդ մասիսա, ամա ումայդար ոխամ ғատր ғոզե, ուի օդայմո գնավ, թուկ ձղսրտ ու։ Qıqagan ərməz diron odam nizdoxam tug zıxsırtday xist. İnternetun tığdadad sıbun teymi zagu terroristun aktı amadda qorasi zəxil sos odam botsis üsü əvirqav xabartday. Kunkumma əxstəynit soğ dəvd sədə adaymogay fildər. Atsu az zaud sabın durulorasi minavaradı curbun dərgə küstüət organizaci təvərtü didintə vətsinəmətsinə parlamentu əngtədər. Nic zunak, nic ozmak, sobrodor zagodam, kacta anaqam binunte bocdiste koncertun zolma, kulturu mozalı xayadraysımma, fedvan dokviste, veju terroristun arxayde politika, botsavın əvənkəy, çavın cıldımay çağdın ғatrey. Təfərfəsi tiltə ərvəstərset küt vərəsik uxtarıya qadın umil ofta vərəsi federasi federalu sovet əmə patsaxadun dumaya numildər. Vədə dunis kənək tərxun gənəg svet, aday moci falguns xəssək tuq cəxsırtdən.